в современной школе должна быть атмосфера. Нет, молодым учителем быть нелегко. Я не смогу научить такого маленького ребенка. Всем привет! Я Валентина Варламова, и это проект «Из первых уст». И в этом выпуске мы посмотрим на систему образования глазами молодых специалистов. Интересно? Поехали! Всем привет, меня зовут Наумова Мария, и я учитель начальных классов. Всем здравствуйте, меня зовут Моисеев Артур Гаврилевич, я учитель истории и обществознания в 5-й школе города Якутска. Всем привет, меня зовут Анита Аяловна, я являюсь учителем начальных классов. Когда я выбирала, куда мне поступить, у меня было несколько вариантов, и среди этих вариантов был педагогический факультет, собственно, на который я и поступила. И после обучения, после 4 лет обучения, когда я впервые пришла в школу, я уже отработала 2 года, и я поняла, что мне нравится и что я хочу учить детей. Выбор профессии у меня произошел, я не выбирал профессию, скажем, учителя, да, я выбирал профессию историка, наверное, скорее так. В 9 классе я уже определился, что буду сдавать историю, единый государственный экзамен мы сдавали в то время. И поступил на исторический факультет, куда хотел, то есть целенаправленно. А потом уже после окончания университета я пошел в школу, потому что на педагогической практике мне как-то понравилось, я почувствовал, что это, в принципе, неплохая профессия, которая, в общем, она как-то увлекла меня постепенно. Я бы не сказал, что прямо с первого года мне стало, я был фанатом этой профессии, но постепенно, год за годом, приобретая какие-то навыки, в методике укрепляясь, я увлекся этой профессией и сейчас уже, не представляю, какой другой деятельностью я бы мог заниматься. Выбор был вполне спонтанным. В принципе, я двигалась в направлении учительства, когда еще выбирала предметы ЕГЭ. Так совпало, что я подала на несколько направлений и поступила на учителя начальных классов. Этот список вышел впервые, и я туда несла оригинал аттестата, получается. И так сложилась моя судьба. Учитель нового поколения, не скажу что-то новое, но он должен идти в ногу со временем, как говорится. То есть мы должны уметь пользоваться и инновационными технологиями, и пытаться открыть или создать что-то свое. Должны мы понимать детей, потому что дети сейчас отличаются от тех, которые отличаются даже от нас, когда мы были маленькими, мы были в их возрасте, мы были уже другими. Поэтому мы должны научиться понимать и принимать новую психологию детей. Моя точка зрения на этот вопрос такая, что я считаю, что, наверное, должно быть что-то постоянное в профессии учителя. То есть учитель — это всегда время меняется, эпохи сменяются, требования какие-то новые появляются. Но настоящий учитель, он по сути всегда остается таким, какой он есть всегда. Это 1000 лет было. Это, во-первых, любовь к детям. Без любви к детям в школе, я думаю, вообще находиться очень сложно. В итоге все равно ты должен, я не знаю, стремление как-то изменить, наверное, детей, воспитать в них что-то хорошее, положительное в какой-то степени. И это главное. А все остальное требование, конечно, год от года меняется. Сейчас, конечно, это креативность какая-то, идти в ногу со временем, с технологиями, какие-то методики новые пробовать. Но все равно вот этот паттерн, основа всегда остается такой, на мой взгляд. Любовь к детям, уважение, стремление в них что-то изменить, может быть, хорошее, плохое, и в них зародить что-то хорошее. Учитель нового поколения, мне кажется, сейчас должен быть очень мобильным, потому что сейчас новое поколение детей, и оно у нас выросло при глобализации, получается, и поэтому, то есть, когда раньше учитель был единственным источником знаний, сейчас знания можно получать из своего телефона, компьютера, книг и так далее. Сейчас это все доступно. Поэтому учитель должен уметь предоставлять знания интересно, познавательная активность, мотивация и так далее. Все должно в нем развивать в этом ученике, мне кажется. Также сейчас учитель должен быть, мне кажется, более открытым и уметь слушать. То есть
Вот учителя старшего поколения, вот намного старшего, скажем так, они говорили, вот я авторитет, я прав и так далее. А сейчас, если даже ученик дискутирует с тобой, даже может спорить, ну, в пределах разумного, я считаю, что это очень хорошо, это значит, что ученик вот заинтересован в твоем предмете и так далее. Современная школа должна давать детям, наверное, пространство или возможности для того, чтобы открыться, чтобы, во-первых, изучить и понять себя, понять, кем они хотят быть в будущем, чем они хотят заниматься. То есть школа должна способствовать этому и помогать, а не просто чтобы дети заучивали какие-то правила, чтобы просто была подготовка к экзаменам, то есть давать детям возможность самореализовываться. Современная школа, на мой взгляд, она должна, конечно, соответствовать всем требованиям современным, санитарно-эпидемиологическим, ну и прочее. Конечно, я думаю, прежде всего в современной школе должна быть атмосфера. Это очень важно, чтобы в школе была именно интеллектуальная атмосфера, духовная, чтобы ребенок не ходил в школу как на каторгу, скажем. И это не обязательно должна быть школа какая-то напичканная там супер новыми технологиями, супер красивый ремонт, нет. Это может быть обычная школа, но при этом благодаря деятельности педагогической учителей и администрации это может быть очень с творческой точки зрения и духовной точки зрения место, где действительно хочется находиться. Вот такая должна быть, на мой взгляд, современная школа. То есть атмосфера прежде всего. Современная школа, она должна предоставлять образовательную среду хорошую для учеников, она должна радушно встречать своих учеников, то есть стены должны быть пропитаны уже своими знаниями. Нет, молодым учителем быть нелегко, потому что встречаются такие трудности, как отношения с родителями, встречаются трудности в методике преподавания предметов. У тебя нет опыта, когда ты приходишь в школу, ты не знаешь, как себя подать, как выстроить общение с детьми, как создать доверие, как построить работу с родителями, как выстроить вот эту систему преподавания, чтобы у детей было не все вот так обрывисто, а чтобы знания они были целые. Поэтому вот трудности такие. Я думаю, в любой профессии быть молодым, значит, неопытным, нелегко, потому что все в тебе в новинку, ты сталкиваешься с различными трудностями, входишь в вот этот рабочий режим, постстуденческая жизнь, скажем так, да, привыкать к каким-то новым изменениям, приспосабливаться к рабочему графику. Да. Ну и учителям, конечно, еще сложнее, потому что учитель, он контактирует с большим количеством людей. Тут, получается, примерно в день учитель, да, он должен в средней школе контактировать с несколькими сотнями людьми, и это тоже нужно иметь какие-то навыки. Я вообще думаю, что сложности, которые сталкивается молодой учитель, они все преодолимы, и все приходит с опытом. То есть я не верю в то, что есть люди, которые 100% от рождения склонны к какой-либо профессии. Я думаю, что все во многом это навык, и есть какие-то наклонности, может быть, таланты, но в целом это все нарабатывается. И это, кстати, на мой взгляд, это краеугольная проблема современной педагогики. То есть люди думают, что учитель обязательно должен быть от природы склонен к этому, одарен, то есть это его должно быть призвание. Если искать людей с призванием к этой профессии, то я думаю, школы вообще они опустеют, и учителей не будет хватать 100%. Но навык профессионализма, он нарабатывается со временем. Чем больше у тебя навыков, тем более методически ты подкован, тем тебе легче работать. Это вот такой закон. Молодым учителям, с одной стороны, легко, потому что ты очень многого чего хочешь, стремишься дать детям все, вот прям все невозможное вот в маленькие сроки, которые у тебя сжаты вот в учебный период. Но с одной стороны, все-таки не хватает, конечно, опыта и так далее в каких-то вопросах. Но всегда хорошо, когда у тебя есть старшие коллеги, которые тебя могут поддержать, подсказать и так далее. Мне кажется, главное в этих случаях не теряться.
Я думаю, потому что многие из них поступают в педагогические вузы неосознанно, ну, большинство, потому что, насколько всем известно, в педвузы самый низкий проходной балл ЕГЭ. Это первая причина. Вторая, я думаю, что это нагрузка. То есть в школе, когда ты приходишь работать в школу, она занимает большую часть твоего времени. И на личную жизнь практически не остается времени, повторюсь, да. Поэтому это нагрузка, это все равно работа с людьми, работа с родителями, от которых ты можешь слышать какие-то претензии, какие-то недовольства, это конфликтные ситуации. Все равно это сложность в том, что ты должна ребенка обучить, у тебя должны быть какие-то результаты, и то, что со всех сторон требуют. То есть родители требуют, администрация требует, чтобы были хорошие результаты. Ну, поэтому, я думаю, многие молодые педагоги, они этого пугаются. Ну, опять-таки, возвращаясь к этой проблеме, я думаю, что выпускники вузов думают, что это учитель, это призвание, 100% ты должен быть рожден для этой профессии. И сталкиваясь с какими-то начальными проблемами, которые опять-таки связаны с нехваткой опыта, они пасуют и уходят и ищут другую профессию. А если бы они могли бы немножко перетерпеть, подождать, набраться опыта, они поняли бы, что это прекрасная профессия на самом деле. Ничем не хуже, не лучше остальных профессий, и не легче, и не сложнее. Да, я думаю, что и по карьерной лестнице педагогически можно подниматься, и по горизонтали, и по вертикали в этой профессии можно расти. Я думаю, вот непонимание того, что все приходит с опытом, что нужно немножко потерпеть. Вот. Ну и, возможно, не знаю, кому-то действительно это не подходит. Возможно, так. Я, кстати, недавно, когда еще училась в магистратуре, задумывалась над этим вопросом и даже писала научную статью. И вот в 2020 году молодыми учителями, вот по всей школах России было проведено исследование, было всего лишь 5,5%, то есть до 29 лет. И все остальные были возрастные. И я проводила сама анкетирование вот среди знакомых моих выпускников бакалавриата, получается, в Санкт-Петербурге и вот здесь из Якутска, и там был охват где-то 120 человек плюс-минус. И в основном это был страх того, что я не смогу научить такого маленького ребенка ничему или подам плохой пример и так далее. Также был очень большой страх родителей, потому что как я могу общаться, я сама еще ребенок, и как общаться с этими взрослыми. Ну, как я сказала ранее, отвечая на предыдущий вопрос, это построение работы с родителями, ну и, наверное, недостаточная методическая подготовка. Для того, чтобы решить эти проблемы, я думаю, надо иметь хорошего наставника. То есть, когда молодой педагог приходит в школу, руководитель должен назначить ему наставника. И я думаю, что многое зависит именно вот от этой работы, от совместной молодого педагога и наставника. Соответственно, таким образом, я думаю, проблему можно постепенно решать. Ну, я работаю в школе не первый год, скажем так, поэтому все трудности, которые я сталкивался, я, можно сказать, что преодолел, приспособился, где-то взял с помощью опыта, где-то терпением. Я думаю, что проблем может быть множество, в принципе, но их можно все преодолеть с помощью терпения, любви к детям, какое-то чувство долга, может быть, в профессии появляется со временем, да, желание что-то изменить в этой системе, привнести детям что-то хорошее. Это все держит. То есть, если вы получаете удовольствие от профессии, которой вы занимаетесь, а удовольствие тоже появляется, когда у вас появляются навыки определенные, тогда все трудности можно преодолеть. Ну, как и в любой профессии, я думаю. На самом деле, когда я устраивалась в школу, мне было не так страшно, потому что мне казалось, ну, я же молодая, была энергичная, вот, все у моря по колено, как говорится. Но на самом деле я очень сильно боялась работы, правда, с родителями, потому что родители бывают разные, и все-таки они отдают тебе самое драгоценное, это их ребенка на воспитание, вот, в учебу, получается. И я боялась как-то с ними первое время пока контактировать, потому что я такая молодая, зеленая, у самой детей нет, могу не понять. То есть
вот все равно рассказывают учителя молодые, как они с ними разговаривали, все равно внутри был страх, но коллектив в классе был очень хороший, меня очень хорошо приняли. И вот по таким вопросам, которые остро стояли, я всегда обращалась к наставнику своему. И она всегда обычно, мы вот вместе в WhatsApp это сообщение писали, прям я прописывала каждый разговор с ними по телефону на А4, буквально с листочка читала и так далее. Наверное, я бы работала над повышением мотивации учителей, чтобы молодые педагоги, которые пришли в школу, они понимали, что их ждет, чего они могут добиться, к чему им надо стремиться. Вот этому бы уделила особое внимание. Также, наверное, работала бы над повышением финансирования, чтобы школы были оснащены необходимым инвентарем не только в учебных классах, но и для воспитательной работы. Представить это очень сложно, конечно, быть министром. Я думаю, это очень колоссальная нагрузка, которую не все могут выдержать. И что бы я изменил, так сходу сложно ответить, но я думаю, что, возможно, я пересмотрел бы предметы, которые передают, нагрузку на детей, которые есть в современных школах. Да. Возможно, в этом направлении. То есть как-то уменьшить нагрузку, которая ложится на учебную программу школьную. Какие-то предметы, возможно, количество часов уменьшить, какие-то, не знаю, по большей части я думаю, что очень много таких формальностей в школе, и которые, скажем так, детям не совсем нужны в современном образовании. Да. Больше творчества, как-то стимулировать молодых учителей, повышенная заработная плата, привлекать мужчин в профессию, да, тоже стимулировать их материально, и чтобы как-то, не знаю, наставничество, может быть, для молодых педагогов было более развито. Я бы внесла, наверное, не то чтобы дополнительный урок, сейчас же есть очень много внеурочной деятельности, которая у нас в рамках обязательно какой-то классный час и так далее. Я бы хотела, чтобы это была все-таки прерогатива учителя, чтобы учитель сам создавал свою программу и мог учить тому, чему хочет, правда. Не бояться, думаю, в первую очередь, не бояться сложностей, не бояться трудностей, учиться перенимать опыт у своих более старших коллег, сотрудничать с руководством школы, с завучем, возможно, даже с директором в каких-то ситуациях. Совет такой, что все приходит с опытом. Может быть, даже вы будете пасовать перед какими-то трудностями, но если вы делаете шаг назад, то надо делать два шага вперед, идти всегда вперед, стремиться нарабатывать опыт именно. И это очень важно, на самом деле, от опыта, от твоих методических навыков, от твоей методики зависит твое эмоциональное выгорание. Чем меньше у тебя методических навыков, тем быстрее у тебя будет выгорание. Поэтому быть позитивным, оставаться, да, находить контакт с детьми, больше ориентироваться на детей, потому что дети, они всегда открытые, позитивные, в них есть какая-то, и даже, не знаю, божественная искра, от которой надо, наверное, больше ориентироваться даже не на коллег своих, а на детей, да, опираться, дружить с ними, искать опору именно в детях, на мой взгляд, так будет легче. И со временем, с каждым годом вам будет становиться все легче, 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 опыт вам будет позволять чувствовать себя комфортнее в школе. Хотела пожелать им большого терпения, но все-таки это работа с очень большой отдачей, то есть мы много отдаем, и нам очень много приходит в любом случае. Иногда просто забываешься в суете, что правда это того стоит. Не стоит забывать, ради чего вы пришли в школу, мне кажется, потому что это и есть самая ваша большая мотивация. И не бойтесь, потому что в первые годы все совершают ошибки, и это нормально, потому что если бы мы развивались без них, это мы бы шли уже в неправильном направлении. Через 10 лет я думаю, что я буду все равно работать в школе, потому что, отработав уже какое-то количество лет, я действительно поняла, что я могу, не просто хочу, а я могу учить детей, могу
давать им этот фундамент знаний, поэтому думаю, что через 10 лет я буду все равно учителем, ну, либо буду все равно работать в сфере образования, может быть, это будет не школа. Ну, возможно, напишу кандидатскую диссертацию. Через 10 лет я вижу себя, что я надеюсь, ну, у меня дальнейших планов нет уходить, как бы нет таких планов уходить в образовательную систему со школы. Я думаю, что через 10 лет я буду также работать в школе, стану еще более опытным, более методически подкованным, более профессиональным в своей деятельности и буду приносить пользу для детей, выращивать, помогать подрастающему поколению своим опытом, своим примером. Ну и самое главное, что в школе получает учитель, об этом молодым учителям тоже надо помнить, что не только ты отдаешь, но и в школе ты сам получаешь для себя очень много. То есть ты растешь вместе со своими учащимися, ты становишься лучше как человек, да, ты становишься моральнее, какие-то моральные принципы у тебя появляются. Ты действительно, эта профессия, она воспитывает человека. Ты становишься, ну, постоянно работает твой интеллект, постоянно надо как-то заниматься различными видами деятельности. Это тоже как бы воспитывает человека и держит его в строю. Я думаю, что через 10 лет я буду таким же активным, еще более мудрым, еще более продуктивным и в этой же образовательной системе. Через 10 лет я вижу себя, скорее всего, преподавателем. То есть я хочу учить студентов, мое второе образование – это преподавательское, и хочу готовить уже будущих учителей, как они будут учить в школе и так далее.